Здравствуйте, это итоги дня на телеканале Якутия-24. В студии работает Влад Давыдов. Сегодня в программе. 1 миллион квадратов до 2025 года. В Якутии запланирована большая работа по переселению жителей из аварийных домов. Цифры, данные и сроки в нашем материале. Ремонт проспекта. В Якутске ведут беспрецедентные работы на главной улице столицы. Какие участки перекрыты, когда завершат, правда ли обнаружены неизвестные кости на месте дорожных работ. Осень задержалась. Навигацию все еще не завершили в Ленском речпорту. Что сделано и что предстоит. Современный и разносторонний, как и он сам, в Якутске открыли сквер имени выдающегося деятеля Александра Ильича Борисова. Поможем Ване. В срочной всеобщей помощи нуждается 4-месячный малыш из многодетной семьи с врожденным пороком сердца редкого типа. Сюжет из Москвы. Более 2 тонн мяса свинины утилизируют в Якутске. В продукции нашли вирус африканской чумы. Груз привезли из Саратовской области. По прибытию в Нижний Бестях его изъяли. Специалисты Россельхознадзора провели отбор 4 проб и направили в Иркутскую межобластную лабораторию. Контейнеры с мясом опечатаны. На прилавки такой товар не поступал. По итогам анализа принято решение уничтожить почти 3 тонны зараженного африканской чумой мяса свинины. Возбудитель африканской чумы свиней является болезнью домашних свиней и кабанов. И данный видовой барьер не представляет угрозы распространения по другим видам животных. Поэтому сейчас хотелось отметить, что данный возбудитель вируса погибает при температуре 60 градусов в течение 10 минут. Поэтому хотел бы обратиться к нашим жителям республики, что не стоит беспокоиться насчет распространения африканской чумы свиней. И хотелось бы передать, что не надо верить информации, которая размещается в социальных сетях, и верить только достоверным данным. До 2500 рублей поднимется тариф на перевозку на судах на воздушной подушке по направлению Якутск-Нижний Бестях. По словам перевозчиков, исходя из условий ледообразования, к делу подключатся 5 аэроботов. Хивусы будут курсировать до острова напротив причала Нижнего Бестяха. Далее будет пересадка пассажиров на аэроботы «Тайфун» и таким же образом в обратном направлении. В силу задействования на одной линии сразу 2 типов спецплавсредств тариф на перевозку пассажиров поднимется до 2500 рублей, однако такой метод доставки пассажиров продлится недолго, порядка недели или 10 дней. Ориентировочно суда на воздушных подушках и аэроботы будут ходить до 20-25 ноября. Осень задержалась и в Ленске, поэтому навигация все еще не завершена для Ленского речного порта, но вот в отдельных предприятиях основной период приемки грузов по главному для юго-запада Якутии транспортному пути закончен. Какие трудности возникали в навигационный период и как справились главные снабженцы Ленска, в материале нашего корреспондента Анны Кожевниковой. Крайне, говоря языком речников, судно в этой навигации для управления материально-технического снабжения пришло в минувшие выходные. Техгруз, который получили снабженцы, обработан и складирован на центральной базе, где будет находиться до момента отправки предназначенному адресату. Самый главный период в году поставки материально-технических ценностей для компании пройден. Немного, конечно, лесные пожары подействовали на движение судов в плане задержки, потому что, конечно, видимость была в пиковый период не особо удобная для хода судов. Это самые сложные климатические условия – это май, начало навигации. Сейчас, когда и дождь со снегом, надо выполнять работу, принимать, осматривать качественно, заполнять документы, грузить на машины, отправлять. На каждом этапе доставки груза до компании «Алроса» зона ответственности у каждого своя. А коллектив на этом участке работает чисто женский. Как и многие труд на предприятии попадает в зону ответственности слабой половины человечества. Приемоздатчики, кладовщицы на базах хранения тоже женщины. Но без грубой мужской силы не обойтись, особенно при погрузке. Ведь основной объем материально-технических ценностей приходится на такой груз, как цемент, селитра, металлопродукция и даже техника. В этом году
Материал мазут флотский у нас поступает в танк-контейнерах. Прошлые периоды он у нас шел навалом, скажем, это были темные нефтепродукты, которые поступали на Саханнефтегазбыт и хранились и перерабатывались, соответственно, там. Главная задача, конечно, для нас выполнить все производственные программы плановые, которые у нас декадные, квартальные, и до конца года. Это отгрузка, в первую очередь, оборудования по линии технического перевооружения, это карьерная техника. Сегодня базы управления материально-технического снабжения наполнены под завязку. И это радует. Общий тоннаж технического груза за 5 месяцев навигационного периода составил свыше 167 тысяч тонн, а светлых нефтепродуктов почти 142 тысячи. В этом году произошло увеличение объемов, а это значит, что будет работа для снабженцев, будут перспективы для ленчан и развития города в целом. Ведь Ленск остается главным транспортным узлом юго-запада Якутии. Зима в Ленске уже неоднократно пыталась вступить в свои права. Снег выпадал и таял, но теплая осень все еще балует ленчан. Если для крупных предприятий навигация в этом году уже завершилась, то для небольших компаний Ленский речной порт продолжает принимать груз. Последнее судно пристанет к причальной стенке буквально с первой шугой. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. После ремонтных работ на проспекте Ленина участок дороги от Кулаковского до Петровского будет частично открыт только для движения гражданского транспорта. А вот городские автобусы будут ездить по схеме, которая организована специально для них. Сегодня на этом участке полностью перекопали улицу. Далее планируются работы по стабилизации грунта. Потом проведут отсыпку мелкой щебеночной смесью. А асфальтирование дороги пройдет в следующем году. В целом ремонтные работы проспекта Ленина будут идти до 2023 года. Исторически у нас сложилось так, что основной транспортный поток, это общественный транспорт, он проходил через проспект Ленина. И по проспекту именно на этих участках проходило 15 городских маршрутов и 7 пригородных. Все они распределены по параллельным улицам, это Ярославского и Орджоникидзе. Настроены светофорные объекты, введен дополнительный светофорный объект на перекрестке Петровского-Белинского с таким раскладом, чтобы быстрее разгрузить автопотоки. Там же в ходе дорожных работ на проспекте Ленина сотрудники полиции и Следственного комитета на участке дороги около театра оперы и балета проводили раскопки. Были обнаружены кости неизвестного происхождения. Взятые образцы костей проводится судмедэкспертиза. Если данные находки менее 100 лет, то они не представляют особой никакой археологической ценности. Процедура нормальная, ничего страшного в этом нет. Работу в целом не останавливали, только на данном участке, сказали в главстрое. В Ленске ограничили движение автобусов. На некоторые маршруты вовсе уберут с рейса. Перевозчик введет измененное расписание в предстоящие выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Таким образом, в Ленске хотят сократить передвижение людей по городу. Маршрут первого заменит двойка. То есть двойки будет 2 маршрута. Тройка, четверка и пятерка, они также и будут ходить, как и ходили. С каждого маршрута убираем последние рейсы. Вечерние, да, только вечерние рейсы. До 10. В период нерабочих дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября, в Якутии усилят контроль за соблюдением этих ограничений. В отношении нарушителей должны подниматься и приниматься строгие меры, заявил глава республики Айсен Николаев на совещании с главами муниципальных районов и городских округов. Эпидемиологическую ситуацию Айсен Николаев назвал крайне напряженной. Сложной остается обстановка в городе Якутске, но число заболевших растет и в районах. Среди таких районов он отметил Сунтарский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский и Мирнинский. Глава республики выразил обеспокоенность количеством тяжелых больных. В реанимационных отделениях сегодня по республике находится 184 пациента. В эти дни Айсен Николаев поручил главам усилить темпы вакцинации, особенно в тех районах, в которых она ниже 70% от плана. По словам главы республики, таких районов сегодня 2 – это Чурапчинский и Намский. Мы надеемся, что бизнес, которому мы сейчас разрешили работать, будет тоже соблюдать все эти требования. Вот особенности по городам, любые нарушители должны закрываться. Без всяких долгих разговоров, причем закрываться не на день, не на 2, а желательно на 30 дней, на 60 дней. Я прошу и Роспотребнадзор, и административные комиссии
городов и районов в этой части очень серьезно отработать. Вот. Не для того эти послабления делаются, чтобы тут уже их массово начали нарушать. К другим новостям. В Якутии до сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это самый большой показатель по стране. В масштабную программу переселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» включены 3619 домов, где проживают более 60 тысяч якутян. В теме разбирался Евгений Тайтонов. Дом на болоте. Именно так прозвали двухэтажную деревяшку на Билибино сами жильцы. Построенное в 1984 году здание уже через 10 лет потеряло былой вид. В середине 90-х дом поплыл. Трещины, протекающие крыши, скосившийся пол. С каждым годом проблем становилось все больше. В 2014 году дом признали аварийным. Переселить всех граждан планировали к концу 2021 года. Подъезд, конечно, вообще в ужасном состоянии. Мать 4 детей Анна Васильева прожила в этом доме 37 лет. Ее квартиру на первом этаже зимой насквозь продувало. Вдобавок к этому постоянная сырость и плесень на полу. Все это очень сильно повлияло на здоровье детей. Ну, квартиру я в данный момент сейчас не могу показать. Ее забили гвоздями, потому что, видимо, летом или когда дверь сломали и заходили люди. Может, подростки тут собирались. И тут управляющая компания уже дверь забили. Ну вот у меня планировка такая же, как вот моих бывших соседей, только в зеркальном отражении получается. А состояние квартиры здесь даже намного лучше, чем у меня. У нас полы провалились, стены вот начали все лопаться, потолок. И канализации у нас вообще не было. Как говорится, наш дом ходил грубо под себя. Вот, канализации вообще не было. И дома было очень холодно зимой. Ну, в зимнее время, конечно, было очень холодно. У меня дети очень часто болели. Мы жили на первом этаже. Мы зимой в тапочках не ходили. Мы всегда ходили в валенках, в унтах, в теплой обуви. Десятилетия в невыносимых условиях. Все эти страдания закончились весной этого года. Новое жилье по программе переселения Анна получила даже раньше запланированного срока. Полгода назад взамен обветшалого жилья она получила 4-комнатную квартиру на вторичном рынке. И вот когда мы приехали, и нам предоставили документы на эту квартиру, мы в эту квартиру заехали, когда не то что заехали, приехали посмотреть, мы были очень удивлены. Квартира очень большая, светлая, 4-комнатная квартира, квадратура больше. Вот, там даже на 12 квадратных метров мы квартиру больше получили. Вот. Квартира светлая, теплая, самое главное. У каждых моих деток своя комната. Ускорить процесс переселения Анны из аварийного жилья помогло опережающее финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ. Вместе с Анной такую возможность в этом году получат еще 5000 жителей столицы. В программу включены дома, признанные аварийными с 2012 по 2017 год. Благодаря опережающему финансированию началась уже работа над реализацией этапа 2022 года. И благодаря этому люди уже начинают получать новое жилье и выплату компенсации. Один этап программы переселения у нас длится 2 года. То есть в этом году у нас параллельно реализуется уже 3 этапа программы переселения. В следующем году планируем уже подать заявку в фонд о начале реализации этапа 2023 года, также опережающими темпами. С учетом обязательств республики по опережающему расселению аварийного жилья в этом году планируется обеспечить новым жильем порядка 18 тысяч граждан, что в 1,5 раза выше ранее планируемых показателей. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Якутия получит 412 миллионов рублей из федерального бюджета по программе «Единая субсидия на креативный кластер. Квартал труда» в Якутске. На выделенные деньги планируется завершить строительные работы и оснастить техникой помещения этого кластера. По порядку и подробнее в материале Ульяны Шагиной. Квартал труда будет базироваться на улице Труда-1. Это здание бывшего мясокомбината 70-х годов постройки, который в скором времени превратится в современное пространство для реализации целого комплекса творческих проектов. Задача большая, так что бригада из 90 строителей работает ускоренными темпами. У нас ведутся работы завершаются работы по демонтажу стены перегородок на первом этаже. На 3-м, на 4-м этажах у нас идут работы по установке окон.
Под зданием у нас выполняются работы по усилению фундаментных конструкций. Это у нас усиление свай, ремонт фундаментных балок. Но у нас основная задача на сегодня – это закрытие теплого контура. И, конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы успеть к намеченному сроку. Уже в следующем году сюда придут первые резиденты. Для них будут созданы все условия. Большие кабинеты, просторные студии, ну и, конечно же, профессиональное оборудование. К примеру, здесь будет сниматься качественное профессиональное кино со всеми спецэффектами. Ждут появления кластера якутские кинорежиссеры. Сегодня якутское кино на высоте, но немногие знают, в каких порой условиях приходится работать, чтобы сделать качественный продукт и продвигать его на международный уровень. Кластер как раз-таки даст им возможность развернуться, творить и созидать в профессиональных условиях. Примерно представляем, что здесь может быть. В первую очередь это должно быть место энергии, креативной энергии. Большие студии – это современное оборудование, которое позволит делать качественную современную цветокоррекцию, оборудование, которое позволит создавать 3D-графику и контент, который сегодня так необходим по всему миру, и на него есть запрос. Есть запрос на якутское кино, якутское кино с новыми технологиями и якутское кино более зрелищное, на него будет запрос еще больше. Помимо киноиндустрии, здесь будут сосредоточены и другие креативщики. В их числе аниматоры, специалисты по компьютерной графике, дизайну, музыке и народным промыслам. И для всех, кто станет резидентом кластера, будут созданы максимально комфортные условия для дальнейшего развития. Да, безусловно, здесь материально-техническое обеспечение, то есть это и оборудование, да, специализированное, это специализированные студии, офисы. Понятно, сделать здесь еще будет очень много сервиса, да, то есть мы планируем здесь и образовательные программы запускать. У нас вот с прошлого года действует уже программа «Школа глобального бизнеса», которая направлена на развитие как раз и креативных и творческих индустрий, да, это на развитие их, на выход их на внешние рынки и так далее. В квартале будет работать режим территории опережающего развития. Сейчас по этому поводу идут переговоры. Это позволит резидентам из сферы малого и среднего бизнеса получать налоговые льготы. В настоящий момент уже подписано более 70 предварительных соглашений. К 2025 году это число планируют увеличить вдвое. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. В преддверии Дня якутского радио в Якутске открыли сквер имени Александра Ильича Борисова, государственного деятеля, выдающегося связиста, заслуженного работника связи Якутии, мастера связи Российской Федерации. Александр Борисов всегда шел в ногу со временем, был разносторонней личностью, поэтому и подход к концепции сквера выбран необычный и современный. Портрет Александра Ильича выполнен методом перфорации, который при приближении превращается в арт-объект, напоминающий перфокарты первых ЭВМ, с которых начинались цифровые технологии. Далее все это плавно переходит в фотопанно, напечатанное новыми технологиями, как свидетельство тех прогрессивных идей и решений, в которых участвовал Александр Ильич. Не случайен и выбор места сквера, скверу колледжа связи, как напоминание будущим связистам о выдающемся человеке, сделавшем прорыв в развитии отрасли связи и заложившем фундамент для дальнейшего продвижения цифровых технологий в республике. Мы хотели что-то сделать необычное, не просто там бюст, памятник или что-то такое. Хотелось бы все-таки, этот человек был опережающий свое время, и он бы хотел, наверное, чтобы не просто его в бронзе отлили, а немножко мы подошли с креативом, и нам очень помогли создатели, то есть это Марина Рожина. Она предложила вот такую идею, всем понравилось абсолютно. Нас такая небольшая группа была, всей нашей группе сразу понравилось, и мы все единогласно согласовали. В срочной всеобщей помощи нуждается Ваня, малыш из многодетной семьи. Еще в утробе матери мальчику поставили страшный диагноз – врожденный порок сердца редкого типа. Сейчас 4-месячный малыш вместе с семьей находится в Москве, готовится к операции. О единственном шансе для Вани и его семьи, о том, как помочь мальчику в материале Айсены Вурнашовой. По синему морю к зеленой земле плыву я на белом своем корабле. К
Когда мама поет, мальчик улыбается и забывает о боли. Но сможет ли он когда-нибудь увидеть тот самый мультик про мамонтенка? У Вани множественные дефекты межжелудочковой перегородки, единое предсердие – одно из самых тяжелых сочетаний врожденных пороков. Болезнь сердца осложнилась и дополнительным диагнозом. Сразу после рождения у малыша выявили проблемы с пищеводом. Провели ему операции 3. После рождения сразу у него был, то есть это непроходимость кишечника и пищевода, а также открытие свища. У мальчика слабое здоровье, но сильное желание жить. Месяц Ваня лежал в хирургии, затем в реанимации. Из-за обострившейся на фоне пневмонии ребенок был подключен к аппарату ИВЛ. Малышу всего 4 месяца, и ровно половину своей маленькой жизни он провел в больнице. О врожденном пороке сердца матери сообщили еще в Якутске. Из-за тяжелого диагноза роды провели в Москве. Ваня появился на свет вместе с братом-близнецом Колей. Разница между мальчишками всего 15 минут. Ваня, он, если честно, не отличается от брата развитием. Все идет как бы нога в ногу, но, естественно, вот только по размеру. Для 4-месячного ребенка он очень маленький, и нас должны отправить в больницу для маловесных детей, где мы будем набирать вес. Всего 3600 вместо 7 по норме. Спасительную операцию на сердце Ване планируют делать через 2 месяца. Должны поставить искусственную перегородку. А пока семья вынуждена находиться в Москве. Покупать дорогостоящие лекарства, посещать врачей, проводить обследования. У Сивцевых 5 маленьких детей. Они живут, буквально выживают на пособие. Только за аренду квартиры семья отдает 40 000 рублей в месяц. Денег просто не остается. Мы не ожидали то, что получится здесь остаться. То есть мы думали, что мы сразу полетим домой после операции. Муж должен был работать, выйти на работу. Но так как у нас второй ребеночек, он сидит с ним по уходу. А я вот с Ванечкой по больнице. Поэтому пришлось привозить всю свою семью сюда, чтобы она поддерживала. Ну, дети без мамы тоже не могут там. Ване поможет только операция. Без нее сердце мальчика окажется не в состоянии работать. Семья просит финансовой поддержки у якутян. 1000 или даже 500 рублей могут стать спасительными. Деньги Сивцевы просят перевести на карту Сбербанка или по мобильному банку, указанному на экране. Связаться с семьей можно также по номеру телефона или через соцсети. Мне кажется, он необычный человечек уже. Столько пережить, да. Не сдаемся. Айсена Пурнашова, Джур Березкин, Москва. На алданских трассах лыжно-биатлонного комплекса завершается учебно-тренировочный период. В катку в Южной Якутии проходят лыжники Якутии, Дальнего Востока, а также члены сборных России по лыжным гонкам и биатлону. Кандидатуры нескольких спортсменов будут представлены на отбор на участие в зимних Олимпийских играх. Репортаж нашего корреспондента. За 99 дней до начала Олимпийских игр в Пекине на алданских трассах прошла контрольная тренировка, явившаяся своеобразным подведением итогов октябрьских сборов. На старт вышли спортсмены Якутии и Дальнего Востока. В контрольном забеге также приняли участие члены сборных России по лыжным гонкам и биатлону. Условия здесь хорошие, питание хорошее, проживание хорошее. Поэтому, можно сказать, идеальные условия для периода вкатывания нашего раннего снега. Тем более для биатлонистов, которые тут стрельбище вот шикарное наше. Первыми на лыжню вышли женщины. Соперниц было 6. Их дистанция составила 5 километров. В мужском забеге силами померились более 40 спортсменов. Сборная страны тренируется национальная команда, которая готовится к Олимпийским играм. Ну а наша команда, моя команда готовится на первенство России, отборочные соревнования. Мы в этом году будем отбираться на первенство мира и Олимпийский юношеский фестиваль. Климатические условия Южной Якутии спортсмены находят оптимальными. Правда, в этом году погода немного подвела, подготовив лыжникам не очень приятные сюрпризы в виде плюсовых температур и отсутствия снега. Режим тренировок пришлось корректировать. Впрочем, вскоре процесс вошел в нормальную колею. На моей памяти я родился в Якутии, в Ленске. В Алдане уже больше 30 лет. И такой погоды я не припомню. В целом, усилия всех работников, скажем, центра нашего тренерского коллектива, трасса в очень хорошем состоянии, в рабочем. То есть кидали лопатами снег, трасса, я скажу, даже идеально. Вкатывание – важный этап подготовки спортсменов к сезону. В этот период наращивается база выносливости. Не менее ценен, по словам лыжников, обмен опытом с членами других сборных, знакомство с ранее неиспользуемыми элементами техники. Да, конечно, присутствие сборной команды России по лыжам и биатлону – это огромный плюс.
и для сборной команды Саха-Якутии, и для остальных спортсменов других регионов, потому что это бесценный опыт. После прохождения сборов в Алдане спортсмены отправятся защищать честь лыжного спорта на новых рубежах. Из без малого 200 спортсменов, завершающих тренировки, 9 человек будут претендовать на то, чтобы представить Россию на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В Якутске на базе Республиканского училища Олимпийского резерва состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Объект включает в себя хоккейную коробку с искусственным покрытием для тренировок по футболу, также беговую дорожку на 200 метров, площадку для стритбола, тренажеры и снаряды для воркаута, кроме того, трибуны на 100 мест. Спорткомплекс был возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Стоимость строительства и обустройства объекта составил порядка 30 миллионов рублей. Стоят очень серьезные индикаторы к 2024 году. Это 55% систематически занимающихся по стране, а к 2030 году 70%. И посредством именно вот таких быстро возводимых спортивных сооружений мы должны создать условия для населения шаговой доступности. Например, вот в городе Якутск у нас обеспеченность составляет всего-навсего 17,2%. Но этим летом, насколько мы знаем, открыто очень много спортивных площадок для детского и дворового спорта. Открыто вот наш ФАКОТ. Я думаю, это послужит хорошим стимулом для достижения этих индикаторов. В завершении выпуска о погоде. Усиление западного ветра до 15-17 метров в секунду ожидается в ряде районов в Ленском, Алекнинском, Сунтарском и на юге Мирнинского района. 29 октября передают Якутское управление гидрометеослужбы. Также местами будет метель. Кроме того, 30 октября на северо-востоке, 31 октября на западе будет небольшой местами умеренный снег. На юго-западе мокрый снег. Ну а в Якутске на ближайшие сутки прогнозируют также небольшой снег, западный ветер 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью составит 7 градусов, днем 5. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале, всегда будьте в курсе.